Иисус Христос сказал, что противящийся власти Богу противится. Ты это слыхал? Серьезно так мог Иисус сказать? Вот взял бы, да почитал. Библия – это не основной закон Республики Беларусь. Я тебе порекомендую почитать более интересную книгу, называется «Конституция Республики Беларусь». Так вот, как демократия реализуется в Республике Беларусь, если Республика Беларусь – демократическое социально-правовое государство? Демократия – это власть большинства. Хорошо, Точка. а как реализуется желание меньшинства? Что меньшинство не учитывается в демократическом государстве? Учитывается, но власть, демократия – это власть большинства, а меньшинство должно смириться, да, и принять волю большинства. Ну как же меньшинство может смириться? Вот христианство когда-то было в Римской империи меньшинство, и называлось оно сектой. Ну как же, они же не смирились. Христианство, да, из кучки, вот таких вот, из кучки людей, да, оно завоевало почти весь мир. Ну так а почему же христиане не подчинялись власти большинства в Римской империи? Тогда же существовал этот рабовладенческий строй. Иисус Христос не призывал его сбросить, а сказал, да, вот вы в каком положении находитесь, и находитесь. Вооруженного восстания не поднимайте. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Вот у меня есть право критиковать Лукашенко. Есть такое? Критикуй в рамках закона. Потому что если дать волю каждому человеку выражать свое мнение, вот как этот тоже ваш Змагарила, это во Франции, он уже там раскапывал могилу Ван Гога. Да, это он считает, что он так себя выражает. Дай волю вам, ты путаешь вседозволенность. Послушай, Владислав, но иногда же не до законов. Молодец. Ну. Ты хочешь себя противопоставить государству. И ты что? Не, ну Андрюша? Иисус же так делал. Я тебе объясняю, он не противоставлял себя государству. Он пришел для того, чтобы человека внутренне исправить. Понимаешь? А это было по закону вообще? Ну, по какому закону? Слушай, какие законы? Ну, какие законы были в Римской империи? Это вообще можно было проповедовать? Если бы можно было проповедовать мягкую эту силу свою, ненасильственную, так? Если можно было бы идеологию эту распространять среди верующих его паломников, то его бы не приковали тогда на кресте, правильно? Ну ты все, ты вот молодец, вот тебя вот эта логика твоя полуполучная. Ну, если бы можно было, его бы не казнили, правильно? А он, значит, пошел вразрез с государством, он нарушил закон, его же там судили, да? Его же судили перед тем, как распять, он, значит, нарушил закон. Ой, Андрюша, Андрей, ты глубоко ошибаешься. Нет, так объясни мне эту ситуацию, за что его распяли? Иудеи увидели, что пришел истинный Бог, Иисус Христос, воскрешал мертвых, накормил там тысяч людей, там одними хлебом совершал чудеса. А он спросил разрешения у государства, можно ли так делать? Блин, Андрюша, ну как вот... Ну как можно несанкционированно воскрешать людей и несанкционированно их кормить? Это вообще прерогатива государства. Я серьезно. Сегодня у нас ты пикет не сделаешь, даже религиозный. Тебе надо согласовать это с администрацией города. Андрей. Иисус обязан просто был подчиняться законодательству Римской империи, а не воскрешать людей, когда ему не было дано на это разрешение. Понятно? Самовольничать. Видите ли, у нас же кто самый главный, Цезарь там или кто там был у них? Он ведет идеологическую работу с населением, так сказать. А тут какой-то мессия, ну даже если он сын Божий, вышел и начал несанкционированно воскрешать людей, несанкционированно кормить их, да, и всякое им обещать. Это же прерогатива политиков им обещать что-то, обещать воскрешать, обещать лучшую жизнь. А этот, ну, просто минуя, так сказать, идеологические силовые органы, своевольничать стал. Естественно, конечно, суд его покарал смертной казнью, мучительной. И мы, конечно, это, конечно, осуждаем все дело. Но сейчас похожая ситуация в Беларуси. Вот сегодня же ты не можешь заявить, что ты против военной агрессии в Украине. Ты против того, что
Россия ведет там войну. Ты против того, что Беларусь поддерживает эту военную агрессию. Мы тоже, как Иисус и Христы, мы мученики в этом плане. И многие люди сидят в тюрьмах по этим делам. Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Вот расшифруй, молодец. Как это. Все. Большинство, да. Да, демократия. Так, а меньшинство, меньшинство это что же народ? И он тоже носитель власти и суверенитета. Как в демократическом государстве большинство функционирует с меньшинством и реализует права меньшинства? Да, объясняю тебе, Андрей. Да, у нас большинство против пидорцев, гомосеков и прочих лесбиянок. Так, подожди, это уже гомофобия. Вот Иисус это не поощрял. И сам Лукашенко сказал, что он женщинам лесбиянство прощает. Объясняю тебе, да, они есть, это больные люди, ну, к сожалению. Больные люди это вот такие, как вы, верующие, которые думают, что они используют Слово Божье в своих праведных целях. Ну, твое раболепие перед Европой. Какое раболепие перед Европой? Я ищу место, где меня не посадят, где будут реализовываться мои права, свободы и гарантии реализации их. И это не про Беларусь, это про Европу. И тут геи и лесбиянки, они могут тоже реализовать это право. Свободно выбирать себе сексуального партнера. А у тебя есть сексуальный партнер? Ты как? Ой, Андрюша, давай об этом потом, чтобы тебя не вытошнило. Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основании идеологии белорусского государства. Так вот, расскажи, в чем заключается идеология белорусского государства? Ну, идеология. Ну, понятное дело, что в государстве должна быть идеология. Да, вот какая она в Беларуси? Ну вот, как большинство проголосует, какие-то нормы есть. Какие это нормы? Перечисли. Ну, я сейчас не готов тебе сказать. Ну, она должна быть идеология в государстве. Православие – это идеология белорусского государства? Да, мой дорогой товарищ. И до сих пор, слава богу, это такой, как идеологический стержень, на что мы должны основываться. На христианских ценностях. Хорошо, в христианских ценностях поощряется как-то завод детей от другой женщины, будучи неразведенным со своей женой? Ну, разумеется, нет. Как так? Ну, нет? Что ты, я объясняю. Ну, что ты противоречишь? А у нас же президент, ваш президент так сделал. К сожалению, да. Вот это некрасивый поступок, понимаешь? А если бы он был бы христианином, а не как он там позиционирует себя, там, агностик и, православный атеист, он сказал. Ну да, то есть это не до конца, понимаешь? Это вот свой выдуманный бог, который ему разрешает. Он должен извиниться за этот поступок? Ну, я бы извинился бы. А почему он не извиняется, как думаешь? Не знаю. Может, он извинился в глубине души и покаялся своему, может, у него там есть священник, которому он ходит на исповедь. Может, он уже внутри покаялся, но снаружи он это не выразил. Ну, согласись, Владислав, это же дурной пример для всех нас, для граждан. К сожалению, да. Да. Ну, и как-то надо с этим бороться. Вы же за традиционные ценности там вот, с Ольгой Бондаревой. Ну да, мне тоже не нравится, когда висят там эти билборды с этими казино, вот этот билбет этот весь рассыпанный россыпь просто. Казино, эти плакаты, играй, казино, ставки ставь. Ты вот не видишь, что здесь творится. А я тебе докладываю, что висят эти плакаты, к сожалению,
призывающее к азартным играм. Мне это тоже не нравится. Мы поняли, что ты осуждаешь его за то, что он нарушает христианскую мораль, ценности и подает плохой пример. Ну, Это факт. за поступок, вот то, что некрасиво, да, это идет вразрез с христианскими ценностями. Я осуждаю не его как человека, а поступок. Нет, он как Андрей, человек совершил этот поступок, и он я несет его не ответственность за осуждаю, него. а Но ты же осуждаешь поступок, а поступок Ну, совершил лично он. Лично он Он зачал будет Николая отвечать. от другой Он- женщины в то время, как у него есть законная жена. Это факт. Он Он- сам в этом это признавался. он- И ты его осуждаешь. Все, это Я- антихристианский проступок. И на это должна обратить Ольга Бондарева внимание и написать жалобу в соответствующий госорган о том, что пропагандируются нехристианские ценности у нас в стране, в Нет, конце дорогой концов. товарищ, еще раз говорю, что он будет отвечать сам за себя. Я не вправе, это Господь Бог. Так мы считали, что осуждаю поступок. мы же читали, что статья 3: единственным источником государственной власти, носителем суверенитета Республики Беларусь является народ. Так вот, ты как представитель народа, ты должен направлять развитие традиционных христианских ценностей в этой стране, а ты говоришь, я осуждать его не буду. Кто я такой? Тебе дали Я такое поступок. право. Тебе право Я такое не- дала Конституция. Ну что-то, Андрей, Осуждать и блин, направлять. опять- И вы Нет, же там пишете, ты же подписываешься с Ольгой Бондаревой в своих обращениях в Да, МВД, что да, есть, чтоб что убрать надо... пример. Вот, а на Лукашенко ты не хочешь перевоспитать. Я еще раз говорю, я против человека, так же, как против тебя, ничего не имею. Ну, ты совершаешь поступки, понимаешь, которые нужно осуждать. Андрей, я тебе еще раз говорю, что противящийся власти государственной, Божьему повелению противится. Я буду, значит, подчиняться Лукашенке, который фальсифицировал И- выборы, который держит Ну, политических видишь. заключенных, который не хочет Да, сменяемость политические, власти, да, который статьи попирается нету. христианской моралью. Это что, я должен подчиняться такой власти, что ли? Андрей, если Это что, вот для Иисус этого, что Христос ты подчинялся такой власти? Он же что, он бы похвалил Лукашенко? Вот как ты думаешь, если второе пришествие пришлось бы сейчас в Беларуси, и пришел бы Иисус Христос к Лукашенко, он бы его благословил, Иисус Христос, Лукашенко? еще раз говорю, если бы каждый человек покаялся, то Ну вот мы когда бы жили каялся бы. Лукашенко, вот когда и где он каялся? Я не знаю, Перед своим когда народом, он который каялся. народ имеет это самое единственным источником государственной власти, и он благодарен должен быть народу за то, что его выбрали президента. Он когда-нибудь каялся перед народом за свои проступки? Каяться перед народом, это, как говорится, надо каяться перед Богом. А если ты каешься перед Богом, то и перед Ну народом не Бог же можно давал, тоже. не выбирал же на выборах Лукашенко, а народ. Так перед кем должен каяться Лукашенко? Перед Богом. Вот приходит церковь, каяться перед Богом. Священник лишь свидетель стоит Так а рядом народ и зачем ему направляет. тогда? Но ты понимаешь, что мы находимся, каждый на своем месте, это значит, мы поставлены на это место Богом, понимаешь, через цепь. Так Вот подожди, этот так зачем называемый тогда выборы в промысел. Республике Беларусь, если Лукашенко ставит Видишь? Бог на этот пост? А как это осуществляется? Или ты хотел, чтобы там те с молниями, там, с Хорошо, грохотом и Бог пердежом, там Бог всё, да? захотел поменять власть в Республике Беларусь. Как это осуществляется? Ну, елки, элементарно. Это значит, что как только поменяется население, люди с мышлением, которое, вот как ты понимаешь, которое быкует, там, идет драться, там, вот там высасывает там бездоказательно. Как только люди начнут соблюдать евангельские заповеди, не врать, не злиться, не обманывать, не лукавить, не обливать грязью, не злопамятник, вот тогда и поменяется власть. И если народ будет достоин правителя соответственного, Бог его приведет через людей, он его поставит и как лидера. Значит, Бог на данном этапе не хочет новой власти для белорусов. Слушай, Андрей, ну так как нас
как говорится, ставить нормального лидера, если мы убиваем, бухаем, курим, сквернословим, совершаем преступление чудовищное? Ну хорошо, ну кто ж напал на Украину тогда? На Украину никто не нападал. Россия вмешалась военным способом для защиты русских людей на Донбассе и Луганске. Сколько российских военных погибло при этой защите? Ну, да, Андрей, ну какая разница? Погибнут, да, Ну что люди. значит, какая разница? Да не убей же, я вспоминаю вот эти заповеди Да, Божьи. да, Не молодец, убей! да, Ну как так можно молодец. было пойти на Я тебе защиту говорил. русских и положить сколько-то там 300 тысяч Объясняю. российских военных? В христианстве, ну, такое, наверное, сколько у нас святых военных людей, как Александр Невский, который столько порубал, что, мама дорогая, Так а что это он у хорошо? нас святой. Почему христианская мораль ни во что не ставится? Объясняю. Не убей. Это естественно, что вот, как говорится, произвольное убийство там по какой-нибудь корысти там за что-то. Но если ты во время войны при нападении на тебя не будешь убивать врагов, ты являешься хуже Стоп. неверного. Владислав, ты сказал во время войны при нападении на тебя. Должны ли украинцы защищаться от русского освобождения? Я не знаю, о чем ты говоришь, какой русский. Ну вот я ты тебе сказал, я объясняю, повторяю Андрей. твою фразу. Когда во время войны на тебя напал враг, ты должен его убивать, правильно? Да, все правильно, да. Вот, пришли русские в Украину, зашли Нет, с нашей кто напал территории. на Донбасс в 2014 году? Да Кто напал Донбасс на это Донбасс? территория Украины. Как Украина могла напасть на Донбасс, если это хорошо. территория Так, Украины? ну, так не, подожди, так а кто убивал людей на Донбассе? Кто русских убивал? убивал? Гиркин кто? пришел. Гиркин Кто? сам. Какая Гиркин? Ну, какая Гиркин? Ну, что ты Стрелков трындишь? он лично Да. признавался, он сейчас в СИЗО сидит, он говорит, это если бы не наш отряд, ничего бы там не началось. Он такое давал, такие комментарии. Андрей, что как ты государство должно трындишь? реагировать на сепаратизм? А что надо русским Андрей, ну, империалистам? ты ошибаешься. Чтобы только Ну, была это, горячая точка, чтобы у них был Ну повод ты же врешь. освободить Ну, зачем? русских своих, русскоязычных. Вот ты как И теперь что, христианство ЛНР и тоже. ЛДНР хорошо живут? Они что, Андрей. теперь рады, что у их мужское население почти полностью Андрей. выкашено, работать некому? Да Сколько там, это- больше 100 тысяч человек российских военных погибло. Пригожин мятеж устроил, даже на Москву пошел. Это что, Андрей. освобождение русских? Ты посмотри, сколько проблем у России стали. Ой, Изоляция, Андрюха, мама санкции, дорогая, как дружить тебя с Северной бездернуть? Кореей стали. А в Помилуй тебя Северной Господь. Корее власть тоже от Бога, скажи, в Северной Корее. И что, любая власть от Бога. Для меня на сегодня хватит уже этой ереси. С вами, с верующими, ну просто Ну, Андрюш, невозможно. ну ты вот Вы говоришь, просто вот, я люди-инвалиды. слушаю. Вот просто люди-инвалиды. Такой пропагандист есть, муковозчик. Он назвал меня капрофилом. Я сначала обиделся, а потом понял, да. Я же капрофил, я же опускаюсь в все это дерьмо и ворушу его, Ой. пытаюсь найти там что-то светлое, хорошее. Но с тобой, Владислав, ну это просто все потеряно. Ну просто Ой, вот тебя ну, даже Андрюш. могила не исправит. Вот извини меня за такие слова. Ну, Андрей, ну я но- же на основании фактов все это. Вот у тебя нарушена А, логическая цепочка. Факт. И вот Я ты тебе вот- Конституцию читаю, говорю, какая еще у нас Объясняй. идеология? Андрей, Ну всё, идеология, ну это которая разговор без направлена- смысла. Ну куда она Ну, направлена? Вот куда она направлена? Ну, слушай, эта ну идеология? на патриотизм направлена. Ну что такое патриотизм? Объясни мне в Ну, 3 словах. Дай ну, мне значение объясняю. этого слова. Патриотизм – это значит любить свою родину. Ты понимаешь, что ты когда любишь человека, ты делаешь все для него, чтобы этому человеку было хорошо. Естественно. Вот патриотизм. Любить Лукашенко страну. любит Всё. нас, змагаров. Нас, граждан, мы граждане. Мы все его граждане. Его, да Естественно, какой, что он черт побери, любит. его, что ты такое несешь? Единственным источником государственной власти по Конституции является народ. Мы не его, он наш менеджер, который поставлен на то, чтобы улучшать наше качество жизни. Он наш, он на нас работает, а не мы на него. Что же у вас там в головах все вот так вот? Ну, так и большинство определяет, кто нами будет управлять. Все, мы выбрали Александра Григорьевича.